Дмитрий Васильевич Шадрин, актер, сценарист, продюсер, директор Сахафильм. Вы учились в Москве. Как вы думаете, вы получили образование вот в области искусства все-таки лучше, чем вот в Якутске бы учились? Там сама Москва, атмосфера же, самый мегаполис, сам и ментальность, и мастера. Это, допустим, как я сейчас пойду учить здесь. Угу. Ну, вот типа такого же уходит. А там, ну, это же Щепкина, допустим, это при Малом театре. Также МХАТ, и Щука есть, и мастера. И так, вот сейчас вот иногда вспоминаю, вообще стиль учебы, ну, нас как учили и как учат. Современному поколению что посоветуете? Все-таки выезжать в центр вуза или оставаться здесь, в Якутске? Нет, ну, я никогда не говорю там, здесь плохо, там лучше. Нет, у каждого свое. Ну да. Ну, допустим, мне не нравилось первые 7 месяцев. Потом, значит, ну, как-то закончилось. Трудности были все-таки? Естественно, всегда есть трудности. Но если надо как-то одолеть же эти трудности. Потом уже закончил ГИТИС, потом в ГИК. Как будто такое ощущение было. После первого курса приезжаешь, после второго курса. И как будто такое ощущение, как будто ты ничего не знаешь. Ну, серьезно. Почему? Не знаю. Сильно много информации. То ли Москва, то ли это. Ты это не знал. До выхода на площадку. Ага. Когда выходишь на площадку или там на сцене, и там уже чувствуешь, где ты учился, как, чувства зрителей. Вот тут уже ты понимаешь, кто что закончил. Я хочу поговорить о ваших работах. Давай. Мы сегодня насчитали, что более 20, около 20 у вас работ кино. Полнометражно, да. Да. Последний у нас фильм «Надо мной солнце не садится». Да. Расскажите про это. Мы до этого снимали вообще народные фильмы, комедийные фильмы снимали. Потому что, Кискил, да, Кискил 2. у нас была студия, да, и мы этим работали, мы этим жили. То есть это наш и хлеб был, и наше зрелище, и наше хобби, вроде бы, да. И мы как-то снимали только комедии, то есть, ну, для зрителей. Потом Леша говорит, может, давай, когда Сахафильм назначили, говорит, может, попробуешь сторону авторского, там что-то есть, видимо. Мы никогда, мы не понимали там, что-то фестивальные проекты вообще. Начали изучать вообще, в чем. Ну, это же интересно, когда мы заходим, допустим, что-то мы беремся над чем-то, сперва мы изучаем, почему вот именно авторский фильм, почему фестивальный. Потому что мне было легче снимать коммерческое кино, плюс деньги зарабатывать, правильно? А тут другое. И потом мы начали изучать Сахафильм. Что такое вообще Сахафильм? Эта компания должна быть, естественно, это государственная компания. Вы занимаете должность директора с 2015 года. Да, вообще надо понять структуру вообще, над чем будешь заниматься. Ну не можете снимать Сахафильм Кескиль, правильно? Ну, уже совсем другая ступень. Да. Но он должен снимать. Но нужно попробовать. Ну, всякие. Из этого вот Сахафильм это должен быть нашу государственную политику передать языком кино. То есть, да? Вот, допустим, без картины нарисовали. Мы так должны зафиксировать через камеру, допустим. Как именно наша национальность, наш быт, нашу традицию для детей, чтобы для подрастающего поколения. И также заниматься еще продвижением нашей республики за пределами. И тут... Теперь вот скажите мне, за пределы этот фильм вышел. Он очень масштабный. Казахстан, Штаты, Европа, правильно? Да, Шанхай, Шанхай. Китай, да. Вот и мне интересно сказать, это проделанная работа, это же не так вот сарафанное радио человек посмотрел и начал говорить, вот такой хороший фильм. Сперва вообще выбор проекта, идея. Сперва начинается с идеи. Ну-ка, ребята, у нас есть худсовет, у кого какие идеи? Ну-ка, давай-ка, у кого какие есть планы, кто бы что-то даже когда-то хотел. И сидим и обсуждаем. Много же идей. Идей много. Из этого надо выбирать, что же выстрелит, что же может. Должен почувствовать, потому что кино ты снимаешь сегодня, заканчиваешь через год или через 2, через 3.
самое нутрное — это написание сценария, подготовка, К съемкам. да, изыскать. Но всегда мы ложим душу же туда, все душу вкладываем. Те, которые душу не вкладывают, так сразу заметно в этом. В команде сразу заметно. Такой человек сразу понятно. И сразу же он едет домой. Без объяснений причин. Потому что это командная игра. Один что-то сделал. Это как кино, это как организм. Человек. Живой. Да. Это странно. А иногда очень быстро получается. И не надо тебе там 50 человек каждый ежедневно. У нас 57 человек. Корми, пожалуйста, ежедневно. А тут на небе 10 человек поехал, достаточно хватает. Потому что картина само требует такое. Или иногда бюджета не хватает. Давайте, ребята. Все едут, допустим, в Лаптево море. Отправили бригаду? Отправили. Байбал почему-то уверен, что он скоро отправится на тот свет. Кыжаски болғанды. Мы будем складывать в эту бутылку вот эти камушки, когда его желание будет исполняться. Бо. И хаман тонордук туахнадам. Харчу, да бакача. Ол чупха болғады. Ите бағархана болғады. Оттан туағамет үраханала қынду. Болады. Үрахана диен қағанда туалбат бағана. Кихияха туалбатын hem bu самай бағала хана. Красивые просто кадры, Надеюсь. очень красивые. Многие люди, наверное, в шоке были увидеть такие кадры. Для этого еще, это, почему я говорю организм, мы должны создавать условия для режиссера, для тех или операторов, или художников. Должны собрать ту команду, которая должны как один единственный организм работать. Тут где-то скажут, ну не так, все, кино не будет. Потому что все же крутые, правильно? И у всех свои плюсы, все свои минусы. И ты должен так выстроить, потому что не должны переплетаться где-то. Все должно быть гладко. Сейчас у нас как раз это неплохое, неудобное время, пандемия, да? Но хорошо, что мы, как творческие люди, мы начали писать сценарии. И начинаем подготовиться. Вот у нас это подготовительный период, который у нас постоянно не хватило. То текучка, то это, то это командировка какая-то, то майские, то и сыхи, понимаешь, это нам мешало. А сейчас мы нацеленно сидим и идем к своей цели. Что-то ждет необычное. Естественно, мы ради этого и работаем. Даже я сам написал сценарий. От А до Я. Ваше нелюбимое занятие. Да, самое нелюбимое, но пришлось заканчивать. На следующей неделе закончу. Это будет комедия, драма. Про художника. Про Так художника? так как я сижу в музее, я скажу одно. Про художника это. Мы же не знали этого. Ничего Но я не себе. скажу пока, о каком художнике идет речь. Ничего себе. И мы вас пригласили и Как раз, разговариваем да. об этом Первый фильме. раз, да, первый, о котором я говорю, это я. То есть здесь, именно в Национальном музее, Классно, ребят. да, будет Хорошие новости. фильм про художника будет. Дай бог. Интересно. Заинтриговали. Чикачев Андрей Васильевич. Одуванчик или по-другому 3 грации 2002 года. У нас тут оригинал. Вы мне сказали, что у вас есть копия. Нет, не у меня. Мы просто подарили другу на день рождения. И самое интересное в том, что вот взять на руки, почувствовать, а когда она краска еще не высохшая. И у нас как-то так получилось, потому что у нас было 40 сжатый. Из этого Андрей нам сказал, он только день, что ли, там простоял, или полдня. И мы взяли вообще все масло, холст, и еще не высохшее. Вот это, Красками пахло, наверное. ну свежими. вот насчет этого я не могу сказать, потому что краска пахнет. Я могу сказать, это сравнить, как в деревне с пекарни выходит свежий хлеб, горячий. Вот, Размер такой же? 1/4. Ну, ровно такая же картина. Один в один. Я вообще хочу сказать о том, что картину не надо оценивать какими-то единицами. Потому что это бесценно.
В Вот, допустим, живописи искусство, оно бесценное всегда. да, то, что все спрашивают, сколько там, это почему-то... Ну, не надо, зато это у тебя, это другое. Это как... Ну, не надо вот... Это слишком дешево. Сравнивать там или измерять, вот правильное слово, измерять в единицах. Это дешево. Этот художник Андрей Васильевич, он очень грамотно показал лето, которое у нас самое маленькое. И поэтому от нее такое тепло идет. Вот как правильно вы говорите, алас, ягоды, туис. Давайте поговорим насчет искусства. Сейчас вообще молодежь, она как бы особо не интересуется искусством живописи. Вы в каком возрасте пришли или, может быть, с самого детства у вас был интерес? О, я вообще тоже. А может, это временное. Ну, я хочу оптимистически, ну, там, чтобы поразмыслить оптимистически. Давайте это будем считать, что это временное. Давайте. Вы же закончили Московский институт Щепкина, правильно? Получается, вас всех вынужденно заставляли... Принудительный, добровольный, рекомендационный характер. И вы посещали со всеми однокурсниками? Ну, не однокурсник, у тебя вообще там... Ты должен там быть. Как в театрах. Обязаловка. Интересно, наши студенты вообще ходят? Я точно знаю, что в Национальный наш музей ходят школьники. У них тоже есть экскурсии здесь. Так надо. Так надо, мне кажется. Это очень хорошая система. Да, потому что я вообще водитель же был, автомеханик водитель, слесарь. Я вообще не понимал, что такое. Потом вы, получается, поступили в институт уже Да. на актера, И да? там у нас тоже, это же, говорю, там, конечно, очень красиво рассказывали, но все равно же, мы же молодые же были, 18-19 лет, все равно. И говорили мы, адаптация, у нас 6 часов разница, как не проходит целыми годами. Но потом, когда уже, уже со временем, не знаю, или это только мне, вот мне очень нравится вот именно картины, которые нарисованы на холсте. Именно. Вот почему нет, не знаю. Каждая картина, на мой Она взгляд, дышит. она дышит, да. Она Вот. какой-то имеет, какая-то энергия. Ну, это, говорю, это не оценивается такой труд. Это же даже не труд. Ну, труд, естественно, но это талант. Так еще Андрей Васильевич, у него очень тонкая работа. То есть он очень тонко пишет, разные же манера и стилистика у художников. Он очень тонко. Даже если взять вот этот вот забор деревянный, то каждый сучок он просто отписал, написал, и прям оно же прям как дерево. Оно настоящее дерево, которое вот у нас стоит в каждой деревне. Цвет даже передал, что она уже засохшая, высохшая, несколько десятков лет стоит. И прям вот это вот каждое такое нежное голубое небо, и здесь вот мазки идут прям в направлении неба, и оно мягкое. И в композиции вот прям солнышко светит от этой картины, чувствуется лето, чувствуется, что здесь хочется даже и комаров немножко поубивать. Поэтому оно атмосферу очень-очень передает. Самое странное у художников, что они очень четко называют картину смыслом. Одуванчик. Да. Одно название, но И сколько, дети, да? смотри. И сколько можно Ну, туда... из-за этого он Чикачев. Хорошая картина. Да. The best of the best, the best of the best. Давайте перейдем еще раз к этому фильму. Мне интересно, бюджет «Надо мной солнце не садилось», и закрыли ли расходы, может быть, в плюсы вы пошли? Честно сказать, Да? если честно говоря, вот почему я в пресс-конференциях говорил такую сумму, да? 3 миллиона, 2,9. Специально. Это бюджет фильма. Да, специально мы так говорили. Потому что мы, когда смотрим их бюджет, Других. да, московский, по идее, так и должно быть. В идеале так и должно быть. Ну, а там, по идее, гораздо выше сумма, да? Да. Ну, из-за этого есть, видимо, там есть кинематография. А мы со своими 100 рублями, куда, допустим? А Из все этого на я инициативе, наверное. Да, я специально так сказал. Нет такого, 3 миллиона не можем снять фильм. Сразу говорю. А я там специально снизил и так сказал. Чуть-чуть снизили. А я сказал, 3 Или намного? миллиона. Они говорят, долларов, рублей не может быть. Никто не верит. Да. А во второй раз надо мной солнце не садится. Говоришь, какой бюджет? Чуть ниже на 100 тысяч. 2 900 на этот раз.
сэкономили, да? Я потом начал уже не говорить о сумме. Нет, не 3 миллиона, естественно. Больше, Больше, да? конечно. Потому что мы с Сахафильмом работаем, мы на зарплате. Некие, которые участники, то есть не вся группа, но почти полностью, 80% Сахафильма. Этот фильм выходил на канале «Культура». Он что-нибудь платил, этот канал, или все-таки... Да? Да? И вот эти вот все, которые денежные средства от просмотра фильма, они куда поступают? Сахафильм? В Сахафильм полностью. Как бы не бюджетные средства. Нам дали 1500 евро за этот показ, за один показ. Наша цель сейчас должны нас смотреть все. То есть цель не заработать денег, Да. по идее, а Но не просто... заработать, просто чтобы должны о нас знать, смотреть все. Но вы этот результат сделали, на ваш взгляд? Сейчас еще начнем. Сейчас еще ОККО выйдем. О, ничего себе! Да. Мы должны работать ради якутской кинематографии. Мы снимаем кино не для себя. Прошу подчеркнуть, не для себя там. Естественно, должны быть такие учебные программы, должны быть, как «Весенняя пора», как по нашим классикам, да. Но при том мы же смотрим же японские фильмы, корейские фильмы. Нас должны смотреть везде. Вот на что мы должны работать сейчас. Якутские картины, потому что мы начинаем поймать где-то свой язык якутского кино. Стиль. Да. Вот, допустим, сейчас ребята из Жатая, из Тулагина, из Жатая, девушки, живут в Москве. И они сейчас приедут сюда снимать. Сейчас конкурс участвуют. Наши землячки. Но их, когда читают сценарий, тоже опять есть наша стилистика. Потому что это Якутия же, мы же якутяне. Вот сейчас мы начинаем потихо что-то ощупывать и начинаем находить какой-то язык свой. Есть же, допустим, итальянское кино, французское кино. И каждый имеет свой язык. Да. А мы Они чуть отличаются. начинаем ощупывать. Если мы вот в этом плане остановимся, я думаю, не надо остановиться. Сейчас еще мы должны снимать, еще должны выйти за пределами республики, чтобы не надо этим, типа, вот все, мы нашли свой язык, и мы тут сидим сами. Нет. Наоборот, должны снимать лучше, круче, чем, допустим, нас самих. Вот с ними мы должны вместе работать. Тогда мы возьмем еще опыт. Мы все равно когда смотрим же, мы же всегда что-то лучше сделаем, чем у них, правильно? У нас в крови есть такое. Ну да, есть Да. такое. Вот насчет языка хотела еще вопрос задать. Язык, у каждого есть свой язык. Мгм. Чем отличается язык якутского фильма, якутского кино? Искренностью. Мы не умеем брать через объектив. Ложь, если мы врем, сразу видно. Сразу глаза, да? Сразу видно. Ложь сразу видна в этом, через объектив. Откуда берете вдохновение, мотивацию? Что вас вдохновляет? Все-таки вы работаете в творческой деятельности, а творчество, оно всегда требует вдохновения. Ты сам кузнец своего счастья. Если я сейчас выйду и скажу, блин, это не получается, все, этот день у меня пропал. А у нас, представляешь, сколько этих таких? Мы сейчас в прошлом году сняли фильм с казахами. Совместный, наконец-то первый совместный фильм сняли. С 2012 года. Каждый ежегодно мы ездили в Казахстан. Знакомиться. Постоянно, ежегодно. По 2-3 раза ездили. И наконец-то в 2019 году подписали договор. Когда Совместно. фильм выйдет? В этом году будет. Уже сейчас монтаж идет. Заканчивается. «Охота на север» называется. Интересно. И этот наш парень, друг, сейчас стал президентом Казахфильма. Представляете, мы снимали и жили в Синске, на реке Синск. Не самом Синске, а на реке Синск. Каждый день, ежедневно, минималка команда 57 человек. 57 минималка, то есть. Добавляются актеры 65, 78, 75, 105, вот так. И там сидим этими шатрами. Интернет там что-то ловим, месяц. И когда даже встаем, холодно же. А тут у актера еще там и смотрит, и там бездорожье. Мы еще поднимаемся наверх, там, большими фурами, Уралами, КамАЗами. И я первый раз видел, когда КамАЗы плывут на течение, такие К течения. реке, да?
Допустим, вот же берег, вот стоит. Газуешь и выходишь в воду. Представляешь, такой тонна плывет. Жесткие условия. Да. А этот казах говорит, ой, что такое? И мы первый раз смотрим. У нас никаких гринбагенов нет. Какой вам гринбаген? У них там гринбаген, там, типа, этот. И мы сразу предупреждали, когда переговаривались с ними. Ребята, никаких там гринбагенов нету. У нас там, то есть мы будем жить там, где только медведи, волки и мы. И никого больше нету. Все. И у нас охотники там с ружьями сидят же. Но без них никак. Ну да, как все. А сейчас вот во время карантина сейчас идет полностью монтаж идет. Москва, Казахстан, Киргизия, Санкт-Петербург. Начинаю привыкать. Даже нравится, да? Да, уже начинается кое-какие, я же говорю, постоянно хочу, ищу лучшую сторону. И нашел видеоконференцию, Zoom. Или, в общем, видеоконференции. Это очень удобно, кажется. Более быстро, наверное, да? А то постоянно очень много тратил времени. Так, встречаемся вот это, высоко, и надо туда ездить. А не могли бы так включить монитор и поговорить, уже для более конструктивности уже можно встретиться. Это исторический момент. Мы сейчас в историческом моменте, Да. то, который мы только увидели в феврале, последние месяцы. Допустим, помнишь, мы обнимаемся, сейчас какой идет, допустим? То есть мы Настороженность. Настороженность. Вот. Самое слово это проявить настороженность. Осторожно. Осторожность, да. Уже так, уже не так, понимаешь? Каждого, даже иногда бывает своих родственников, понимаешь? Это только начало же. А представляешь, это в мировом пространстве сколько? 80, даже 50%. Это догонит в скором времени всех. Мир, в чем кайфуем, мы должны кайфовать? От общения. От общения, от взаимосвязи, не знаю, там, Эмоции. подрался, там, не знаю, подрался, подружился. Это же это жизнь. А то, что опасаться, как этот мышонок, вот это трагедия. Я сейчас, мне очень интересно, как же напишут картину, и кто же первый напишет из наших художников. Оставить след в искусстве, да? Да, хотя бы покажет. Но они же это умеют же показывать. Атмосферу, да? Да, интересно же не показывать. Потому это, вот, допустим, детство, дуванчик, дети. Это же интересно, подход же, понимаешь? А вот такой подход, наш пандемия, конечно, это вот так же стоит. Но все равно придет время, кто-нибудь все равно почувствует этот воздух, почувствует, и кто-то нарисует. Хочу сказать спасибо, что приняли участие в нашей передаче «Диалог Life Art Музея». Вам спасибо. И самое главное, чтобы, смотря эту передачу, хотя бы один человек пришел бы, посмотрел, посещал бы музей. Всего самого хорошего. И побольше зрителей, побольше подписчиков. А что это?